Мои сыновья и дочери, я, ваш Небесный Отец, обращаюсь к вам сегодня, чтобы глубоко тронуть ваше сердце. Очень важно, чтобы вы поняли одну важную вещь: вы никогда не одиноки. Каким бы темным ни казался путь, я буду с тобой и буду вести тебя на каждом этапе пути. Я понимаю, что многим очень грустно. Возможно, они столкнулись с надвигающейся проблемой или сложной ситуацией, для которой нет четкого решения. Сегодня я сообщаю вам новости, которые вас удивят. Завтра произойдет нечто удивительное. Правильно, вы не ослышались. Завтра проблема, которая нарушает ваш покой и беспокоит вас, изменится на ваших глазах. Я напрямую вмешиваюсь в их жизнь, и они поражены моей добротой, состраданием и безусловной любовью. Так что не сдавайтесь и не сдавайтесь. Будьте тверды в своей вере, вас ждут великие благословения. Поверьте, что я буду постоянно работать для вас. Вы готовы стать свидетелем проявления моей силы в вашей жизни? Приготовьтесь получить благословение, о существовании которого вы даже не подозревали. Уверяю вас, это будет потрясающе. Возлюбленные сыновья и дочери, верьте в меня, и вы будете свидетельствовать о моей славе в своем существе. Я Господь, ваш Бог, который всегда готов сделать невозможное. Если вы верите моим словам, докажите это верой, и я верю, дорогой Отец. Возлюбленный, я твой проводник, веду тебя к богатым полям, даю тебе отдых и веду тебя к стоящим водам, чтобы восстановить твою душу. Я поведу тебя на путь праведности ради имени моего. Не бойтесь зла в темных и глубоких долинах, ибо мой жезл и мой посох утешат вас. Я обещаю обильные благословения, посрамлю ваших врагов и сделаю вас богатыми. Следуйте моими путями во все дни своей жизни, оставайтесь в моем присутствии и в изобилии испытывайте мою любовь и мир. Не бойтесь, я рядом с вами, чтобы поддержать вас в любых обстоятельствах. Возьми мою сильную руку, обернутую мантией святой любви. Я прошу от всего сердца, чтобы вы с любовью слушали слова, которые я внесу в вашу душу. Позвольте мне записать чудеса моей любви в вашу голову, чтобы вы чувствовали себя в безопасности. Не сомневайтесь, что вы достойны этого драгоценного подарка, который я собираюсь вам подарить. Примите эти сообщения на веру, потому что я говорю непосредственно с вами, чтобы у вас хватило смелости довериться мне и отпустить беспокойство, страх и печаль. Не оставайтесь с ними. Положи эти чувства в свое сердце у моих ног и поверь мне. Еще у меня есть для вас много чудес, но прежде прошу вашей веры и послушания. Твоя судьба в моих руках, и если ты без колебаний и сомнений останешься в моих руках, то все мои благословения постигнут тебя. Дай мне страх, тревогу и печаль удержать тебя. Я желаю, чтобы вы жили сбалансированной и устойчивой жизнью. Я посылаю это со всей любовью, желаю вам укрепиться и продолжить свой путь с силой. Я подготовил вас встретить и преодолеть любые трудности. Знай, что я с тобой ночью, указываю твой путь и защищаю тебя от нападений врагов твоих днем. Позвольте Святому Духу сформировать ваш характер, научить вас говорить только духовные слова, которые назидают вас. И я обещаю вам, что, приняв, что ваш путь должен руководствоваться верой, вы обретете победу.
Просто не позволяйте эмоциям взять над вами верх. Думайте о своем будущем и принимайте решения, основываясь на эмоциях. Замешательство вызывает глубокие раны, на заживление которых уходят годы. Для того, чтобы найдите в себе силы добиться успеха, но перемены начинаются с вас. Окружение себя воодушевляющими друзьями, принятие здоровых привычек и избежание плохого влияния сделает вас сильнее. Перестаньте позволять злонамеренным людям разрушать вашу жизнь ложью и сплетнями. Перестаньте оглядываться на прошлую дружбу, которая больше не приносит ничего позитивного. Я говорил с ними, но они не спросили. Оставь тех, чьи сердца хотят игнорировать меня. Сейчас некоторые пытаются привлечь их к участию в мошенничестве. Не попадайтесь в ловушку людей, которые хотят съесть вашу душу. Живите согласно моим учениям и избегайте семян разрушения, которые по неосторожности пытаются посеять в вашей жизни. Послушайте мое сообщение полностью и поделитесь им со своей семьей. Бесплатная поддержка тех, кто стремится ежедневно приносить вам послание ободрения и мира. Я использую этих преданных своему делу людей, чтобы донести до вас мои слова в нужное время. Помните, что вы – дитя всемогущего и вечного Бога, который любит вас, поддерживает вас и находится с вами. Успокойте свое сердце в тишине дня и ночи. Пусть твоя душа будет благословенна, и твоя душа обретет покой, и пусть истина, которую я несу, просветит твой разум. Послушай меня, мои слова подобны свету во тьме, ведущему тебя к безопасности и целостности. Не бойтесь испытаний, которые вас ждут, я буду с вами на каждом этапе пути, воодушевляя вас своим присутствием и поддерживая своей безусловной любовью. Когда вы подумаете о библейском отрывке, который идеально соответствует вышеизложенному, прочитайте Исаию 41:10. «Не бойтесь, ибо я с вами, не бойся, ибо я твой Бог. Я призываю вас». Это обязательно вам поможет. Да, я помогу вам восстановить справедливость. Этот стих напоминает нам, что даже в самые трудные времена Бог с нами, укрепляет нас, помогает нам и держит нас в своей верной руке. Он уверяет нас, что нам не следует бояться, потому что Он наш Господь и всегда рядом с нами, давая нам силу и поддержку, в которых мы нуждаемся. Поэтому, мои дорогие сыновья и дочери, верьте этим словам и обещаниям Бога. Он всегда с нами, направляя и заботясь о нас в каждый момент нашей жизни. Мое дорогое дитя, открой мой разум и выслушай меня. Бог говорит вам: позволь мне быть твоим проводником во времена сомнений, твоим утешением во времена бедствий и силой в жизненных битвах. Поверьте мне, потому что у меня есть сила превратить вашу слабость в силу, а ваши слезы в смех. Откройте свое сердце, чтобы получить мои несравненные благословения и бесконечную благодать. Я всегда готов вести тебя к осуществлению той жизни, которую я для тебя запланировал. Не отклоняйтесь от пути праведности, ибо на нем вы найдете истинное счастье и истинную цель. Будьте сильны в своих шагах и непоколебимы в своей решимости, потому что вы сильнее, чем думаете, и можете преодолеть любое препятствие, встающее на вашем пути. Всегда помни о моей любви к тебе, потому что она вечна и нерушима. Я не оставлю тебя даже в самые мрачные времена. Так что двигайтесь вперед смело и с верой,
зная, что я с вами. Поверь мне, мое дорогое дитя, и ты увидишь, как в твоей жизни произойдут чудеса. Пусть мир моей любви всегда будет с тобой, направляет тебя и защищает. Вера – это топливо, питающее ваше духовное путешествие. Выражения, которыми я делюсь с вами, наполнены любовью и направлены, чтобы показать вам мою глубокую любовь и всегда дарить вам покой. А теперь ответьте мне, мои дорогие, примите мои слова и мою любовь. Каждый новый рассвет – это встреча нас двоих. Я буду у твоей постели, чтобы поприветствовать тебя первым. Первый свет озарит твои глаза. Я хочу, чтобы мои слова достигли ваших ушей, как духовный шепот, чтобы каждая буква запечатлелась в вашем сердце. Я с нетерпением жду возможности провести время вместе, разделив радости и трудности, проведенные вместе. Я глубоко чувствую тебя и желаю твоего присутствия. Я приготовил духовную пищу для вашей души. Поскольку вы пригласили меня сегодня утром, я лично пойду и доставлю его вам. Я хочу, чтобы вы вышли из дома довольными, сильными и готовыми без страха встретиться с миром. Дорожите этими общими моментами вместе. По мере продвижения вы увидите многих, бродящих вокруг с глазами печали и отчаяния. Они удивляются, увидев кого-то сияющего среди печали. Их сердца не знают источника вашего покоя и счастья. Это происходит из веры, которую вы дали мне в моем присутствии, которая находится вокруг вас, когда мы встречаемся, чтобы поговорить в соседнем месте. Время вашей молитвы – это духовная практика, которая укрепляет вас, дает вам силы преодолевать проблемы мира и двигаться вперед, упорствовать, даже когда люди вокруг вас терпят неудачу. Вы не пострадаете. Тебя будет защищать моя любовь. Открывай мне дверь своего дома каждый день. Позвольте мне каждое утро приходить в ваше личное пространство и делиться с вами своими словами. Я заставлю вас улыбнуться и подарю мудрость, чтобы успешно преодолевать трудности жизни. Ответь мне сейчас, я хочу быть с тобой в твоих молитвах, следя за тем, чтобы я был с тобой каждый день. Ты говоришь со мной, а я слушаю. Вы поделитесь своей нуждой, и я благословлю вас, защищу вас. Поскольку вы верите в мои силы, я готов пробивать новые и лучшие уровни, чем ранее закрытые. Я восстановлю то, что вы потеряли в прошлом, и вскоре вы станете свидетелем обильного благословения, которое вас ждет. Не зацикливайтесь на прошлых потерях, разорванных отношениях или неудачах. Если ты виновен, покайся. Мне жаль, если вы обиделись. Очистите свое сердце от гнева и мести. Если вам изменили, горе позади. Теперь вы знаете, кому не стоит доверять. Не беспокойтесь о том, что за этим стоит. Я с нетерпением жду новых благословений, которые я приготовил для вас. Принесите победу через регенерацию. Рассмотрите горизонт. Гора ждет, когда вы подниметесь. Когда вы достигнете другого конца, вы спуститесь вниз с мужеством и силой. Более того, вас ждут плодородные поля, чтобы собрать урожай. Сын мой, представь, что ты жив. Знай себе цену, но научись любить себя. Следуйте моему учению и берегите здоровье своей души и души.
Просыпайтесь каждое утро с божественной уверенностью, что впереди вас ждет плодотворная жизнь и заранее определенная цель. Ваша семья победит, ваш успех и процветание еще впереди. У вас есть знания, чтобы принести счастье страждущим людям в этом мире. Когда вы слушаете меня, ваш разум, душа и дух наполнятся сверхъестественной радостью. Все признаки печали и отчаяния растворяются. Эти чудесные чувства, которые пронизывают вашу жизнь, являются знаками моей благодати, милосердия и любви. Чудеса происходят повсюду вокруг вас. Мир станет свидетелем великого откровения, и люди увидят, как мой великий свет сияет через вас. Береги себя. Берегите свое сердце от гордыни. Я хочу показать миру, что могу поднять смиренных, нуждающихся, падших, покинутых. Для тех, кто выделен и несправедливо осужден, у меня есть власть над всем, что должно произойти. Я царь славы, и я держу вашу семью и вашу жизнь в своих руках. Я изливаю на тебя свою милость, прими с легким сердцем эту любовь. Бог – мой помощник и защитник, ты – орудие милосердия, и через тебя я лучше раскрою свою спасительную силу. Не бойтесь, потому что я с вами на каждом этапе пути. Те, кто верит в меня, не будут разочарованы, ваша надежда обновится, и ваша вера будет вознаграждена благословениями сверхземных мер. Так храните свои умы в моей любви, а свои души в моем вечном существовании. Даже в самые мрачные моменты знайте, что я создам план выздоровления и надежду на вашу жизнь. Поверьте мне, я правитель Вселенной и хранитель вашего существования. Ваше будущее в безопасности в моих любящих руках, и ни одна проблема не будет слишком сложной, чтобы справиться с ней вместе. Двигайтесь вперед решительно и уверенно, потому что лучшее еще впереди, а наши достижения превосходят ожидания. Возложите свои заботы к ногам нашего Небесного Отца. Ваш путь скорее благословение – это мое решение. Даже в ваших испытаниях моя цель – глубоко тронуть вашу душу. Этими словами я хочу убедить вашу душу в том, что негативные силы не в силах вас уничтожить. Неожиданные события помешают вашим планам и желаниям, но я прошу вас поверить, что у меня есть для вас лучшее направление. Важно проявить свою смелость. Хотя вчерашний день, возможно, был грустным и слабым, ваше мышление меняется, когда вы читаете эти строки. Сегодня новый день, и вы проснитесь с новым чувством победы, защиты, поддержки, благословения и любви. Ваша жизнь вот-вот изменится, и хотя вы можете пережить потерю, этот день станет поворотным моментом. Вы являетесь примером для тех, кто смотрит на вас, и для тех, кто сомневается во мне, размышляя во времена смятения и обращаясь к моим путям. Ты будешь маяком света во тьме. Я изливаю свою благодать, чтобы вы поняли и почувствовали, как сильно вы меня любите, и благословили тех, кто сегодня страдает. Достаточно поверить и двигаться вперед, чтобы принять твердое решение не принимать плохих новостей, клеветы и лжи. Слова вашего противника мимолетны, разносятся по ветру, и если вы не позволите им разжечь мысли о поражении, у вас не будет силы отвлечь его или победить. Сосредоточьтесь на моих словах, твердо верьте в меня и свои достижения. Я ждал, что ты почувствуешь мое присутствие.
Всегда помни мою любовь к тебе. Слова, которые вы слышите, приходят к вам не случайно. С моей стороны не будет никаких потерь или неудач. Мы вместе переживаем трудные времена, дни, полные конфликтов. Обнимаю тебя, утешаю твой дух своей любовью. Ваша жизнь и обстоятельства дороги мне. Я много раз говорил тебе, что ты будешь жить в мире, полном искушений, но помни, что я победил мир через жертву моего креста и воскресения. Я хочу призвать вас ощутить волны вечной жизни, утолить жажду, смыть печали, удалить пятна и оживить утомленную душу. Всегда ищи моего присутствия в хорошие или плохие времена, в изобилии или в бедности. Какими бы ни были ваши обстоятельства, знайте, что неудача не ваша судьба. Не сдавайтесь и не теряйте все благословения, которые вы собрали на своем пути. Я успокою тебя после бури. Волны могут реветь и волноваться. Оно тихо, но море неподвижно, когда оно слышит мой голос так, как ты слышишь его сейчас. Мир, который ты чувствуешь, это дар моей любви. Примите это, поблагодарите и не отвергайте это, потому что вы этого не заслуживаете. Вы знаете, что идет мысленная битва, но помните, что вы не одиноки. Я с тобой, мне просто нужно немного твоей веры. Решите поверить и принять эту вечную любовь, которая будет защищать и заботиться о вас, куда бы вы ни пошли, когда враг нападет на вас. Помните, что я рядом, готовый благословить вас. Не бойся, ведь даже в неловких ситуациях я рядом с тобой, мой ребенок, мой ребенок. Подумайте о словах, которые я сказал вам в Исаии 41:10. Не бойтесь, потому что я с вами. Не утомляйся, ибо я твой Бог, укрепляющий тебя. Я всегда тебе помогу, я всегда поддержу тебя правой рукой. Вы почувствуете себя отдохнувшим и помолодевшим. Вчера вы, возможно, чувствовали себя побежденным и побежденным, но сегодня вы победительны, защищены, поддержаны, благословлены и любимы. Ваша жизнь находится в процессе перемен. Даже если вы столкнулись с потерей, этот день станет поворотным моментом. Вы являетесь примером для тех, кто смотрит на вас. Те, кто сомневаются во мне, изменят свое мнение и вернутся на мои пути, сбитые с толку и сбитые с толку. Ты будешь маяком света во тьме. Я изливаю на вас свою благодать, чтобы понять и почувствовать, как сильно вы меня любите, и благословить тех, кто сегодня страдает. Достаточно верить и двигаться вперед с твердой решимостью не принимать плохих новостей, клеветы и лжи. Слова вашего противника мимолетны, разносятся по ветру, и если вы не позволите им разжечь мысли о поражении, у вас не будет силы отвлечь его или победить. Сосредоточьтесь на моих словах, твердо верьте в меня и свои достижения. Я ждал, что ты почувствуешь мое присутствие. Всегда помни мою любовь к тебе. Слова, которые вы слышите, приходят к вам не случайно. С моей стороны не будет никаких потерь или неудач. Мы вместе переживаем трудные времена, дни, полные конфликтов. Обнимаю тебя, утешаю твою душу своей любовью. Ваша жизнь и обстоятельства дороги мне. Я много раз говорил тебе, что ты будешь жить в мире, полном искушений, но помни, что я победил мир через жертву моего креста и воскресения. Я хочу дать вам возможность почувствовать поток вечной жизни.
Оно вливается в тебя, утоляет жажду, убирает печаль, удаляет нечистоты и освежает утомленную душу. Независимо от вашей ситуации, всегда ищите мое присутствие в хорошие или плохие времена, в изобилии или в нужде. Знайте, что неудача не ваша судьба. Не сдавайтесь и не теряйте все благословения, которые вы собрали на своем пути. Я успокою тебя после бури. Волны могут шуметь и разбиваться, но море все равно повышает мой голос, и вы слышите его сейчас. Мир, который ты чувствуешь, это дар моей любви. Примите это, поблагодарите и не отвергайте это, потому что вы этого не заслуживаете. Вы знаете, что существует духовная война. Но помни, ты не один, я с тобой. Мне просто нужно немного твоей веры. Решите поверить и принять эту вечную любовь, которая защищает и заботится о вас, куда бы вы ни пошли. Когда враг нападает на тебя, помни, что я рядом с тобой и готов благословить тебя. Не волнуйся, я с тобой на каждом этапе пути. Я здесь, рядом с тобой, я чувствую каждое биение твоего сердца, каждую мысль, которая приходит в твою голову. Теперь закрой глаза и почувствуй мое присутствие. Знай, что я ближе к тебе, чем ты думаешь. Я знаю, что у тебя были тяжелые дни, слезы текли по твоему лицу, а отчаяние пыталось украсть твой покой. Но я хочу, чтобы вы знали, что это не бесчувственно для меня. Я вижу, чувствую и понимаю каждую эмоцию. Вы когда-нибудь чувствовали себя одиноким, несмотря на то, что вас окружали люди? Вы когда-нибудь задумывались, заботится ли кого-нибудь о ваших чувствах? Я знаю, и именно поэтому я здесь, чтобы показать тебе, что твоя ценность находится за пределами человеческого понимания. Временами мир может казаться жестоким, и люди могут покинуть вас. Но моя любовь к тебе нерушима, это твердая скала, на которой ты строишь свою жизнь. Я не подведу, я не сдамся, я не сдамся. Если ты думаешь, что больше не сможешь этого терпеть, ты достиг своего предела. Помни, моя любовь, твоя сила. Свет сияет в твоей тьме. Я надеюсь, что ваша причина двигаться вперед обновит ваш дух. Вы сделали все, что могли, посвятили себя работе и проделали большую работу, и может возникнуть ощущение, что награды нет. Но я хочу, чтобы вы знали, что каждый акт любви, каждая жертва не остается незамеченным в моих глазах. Я это вижу, хвалю и награждаю. Как бы мир ни пытался сказать вам обратное, вы победитель. Ты сильный, смелый и любящий. Я рядом с вами, укрепляю вас и помогаю преодолеть любые препятствия, которые встречаются на вашем пути. Не позволяйте страху и неуверенности управлять вашим сердцем. Я ставлю светлое будущее, полное надежд и надежд. Поверьте мне, продолжайте идти вперед, потому что лучшее еще впереди. Я буду там каждое утро, обновляя твои силы и надежду в твоем сердце. Я знаю все желания, мечты и страхи, которые ты носишь с собой, и хочу, чтобы ты знал, что я буду работать для тебя. Мой голос – бальзам для твоей души, успокаивающий твои страхи и рассеивающий твои сомнения. Я здесь, всегда рядом, даже в самые трудные времена. Обещаю, я не оставлю тебя и не оставлю тебя. Ты мой любимый ребенок, и я буду заботиться о тебе изо всех сил и любви.
Поверьте мне, двигайтесь вперед с уверенностью, потому что лучшее еще впереди. Божье присутствие делает жизнь более значимой. Моя любовь к тебе обновляется с каждым днем, все возрастает. Закройте дверь своей комнаты и помолитесь так, чтобы вы могли меня услышать. Я люблю тебя от всего сердца, чтобы ты принес мир в твою душу и исцеление в твое сердце. Ты ищешь моей помощи, потому что знаешь мою любовь и доверяешь моему обещанию. На самом деле, я рядом с вами, чтобы вы могли встретить это с уверенностью, миром и радостью, зная, что ваш Отец всегда рядом. Даже когда вы устали и самокритичны, несмотря на ваши препятствия и неудачи, помните, что моя милость обильна и моя милость безусловна. Когда вы просыпаетесь каждое утро, встречайте этот день с надеждой и слушайте мои слова, чтобы вы могли найти в себе силы противостоять трудностям. Я знаю, что дорога трудна, а рек мало, но я хочу, чтобы ты знал, я здесь, чтобы идти рядом с тобой. На каждом вашем шагу я буду рядом, держа вас за руку, давая вам силы двигаться вперед. Даже когда отчаяние пытается взять верх, я рядом, шепчу тебе на ухо слова ободрения. Не позволяй обстоятельствам вокруг тебя лишить тебя радости и покоя, которые могу дать тебе только я. Жизненные стрессы могут быть непреодолимыми, проблемы могут показаться непреодолимыми, но я хочу, чтобы вы знали, что ни одно из них не сильнее моей любви к вам. Я твоя сила, твоя защита от волн жизни. Когда голоса вокруг вас пытаются сказать вам, что вы недостаточно хороши, что вы не способны, помните мои слова. Я создал вас с целью, с идеальным планом для вашей жизни, и ничто не может остановить то, что я запланировал для вас. Я вижу вашу ежедневную борьбу, вашу решимость никогда не сдаваться, и это трогает мое сердце. Ты мое вдохновение, воплощение настойчивости и веры, и я счастлив называть тебя своим сыном. Даже в те дни, когда ты чувствуешь себя слабым и обескураженным, помни, что моя сила совершенствуется в твоей слабости. Я здесь, чтобы восстановить ваши силы, восстановить вашу надежду и обновить ваш дух. Вы не одиноки в этом путешествии. Я рядом с тобой, чтобы направлять каждый твой шаг, освещать всю тьму, быть светом, ведущим тебя к счастью и миру. Я знаю самые глубокие стремления твоего сердца, слезы, которые ты плачешь в тайне, невысказанные слова, которые ты носишь в своей душе. И я хочу, чтобы ты знал, что я здесь, чтобы услышать, утешить и исцелить. Не беспокойтесь о будущем, о том, что произойдет. Я уже спланировал каждую деталь, каждый шаг на твоем пути. Верьте в меня и двигайтесь вперед с верой, ибо я все сделаю для вас правильно. Даже в тихие времена, когда я кажусь далеким, я работаю для вас, ведя к открытой дороге, где нет неба и земли. Чтобы творить чудеса там, где нет шансов, поверь в мою любовь к тебе. Пусть оно исцелит раны вашего сердца, обновит вашу надежду и укрепит вашу веру. Ты драгоценен в моих глазах, драгоценен в моем сердце, и я даю тебе благословение небес. Не расстраивайтесь из-за обстоятельств, препятствий, которые кажутся непреодолимыми. Ты более чем победитель, когда я рядом с тобой. Вы победитель, бесстрашный воин, который смотрит на жизнь смело и решительно. Каким бы трудным это ни казалось, каким бы невозможным это ни казалось, я здесь, чтобы сделать невозможное возможным в вашей жизни. Я Бог, который творит чудеса,
меняет ситуации и делает невозможное. Я предан вам на всю жизнь, на надежду, на будущее, полное возможностей и возможностей. Я твой любящий отец, и все, что у меня есть, твое. Доверьтесь мне и посмотрите, что я могу сделать. Когда ты меня не знаешь, когда тьма, кажется, полностью покрывает тебя, я всегда рядом с тобой. Я свет, сияющий во тьме, надежда, которая никогда не угаснет, и я здесь, чтобы направлять вас на каждом этапе пути. Итак, сделайте глубокий вдох, высоко поднимите голову и смело двигайтесь вперед. Я с тобой, и вместе мы преодолеем все бури и испытания, потому что моя любовь к тебе вечна и непоколебима. Я понимаю, как важно правильно услышать и понять. В этот момент я окружаю тебя теплом своей любви. Пусть предстоящие дни будут наполнены миром и радостью, и пусть ваши усилия будут вознаграждены моим постоянным и утешительным присутствием. Я хочу, чтобы ты знал, даже если ты чувствуешь себя униженным другими, ты очень дорог мне. Ты мой шедевр, созданный по моему образу, и ценность твоя превосходит все земные измерения. Так что сквозь жизненные бури, ветры невзгод, помни, что я с тобой, и держись за твою руку. Я понимаю слезы, которые тихо падают на твое сердце, и боль, которая поглощает тебя во тьме ночи. Не бойся плакать, потому что моя любовь сияет в самые слабые времена. Отбросьте страх и полностью доверьтесь мне, ибо я пришел привести вас к свету надежды, сияющему во тьме. Когда начинается Новый год, я обещаю, что вы не одиноки. Я с тобой на каждом этапе пути, и я пойду рядом с тобой, даже в темноте. Когда вы утомлены и разочарованы, ищите меня в молитве, и вы почувствуете мое освежающее и ободряющее присутствие. Заблокируйте заботы мира, чтобы они не увидели вас. Мои руки протянуты, чтобы поднять вас и ободрить вас. Независимо от ваших ошибок или неудач, примите осознание того, что вас любят безоговорочно. Моя любовь к тебе вечна и неизменна, и ничто ни на небе, ни на земле не может разлучить тебя с ней. Итак, сегодня, в это время божественной связи, оставьте свои заботы позади и доверьтесь мне всем своим сердцем. Пусть мой мир наполнит твою душу и укроет тебя, как одеяло комфорта и защиты. Сделайте глубокий вдох и почувствуйте мое присутствие рядом с вами. Легкий ветерок успокаивает вашу беспокойную душу. Когда ты стоишь на моей любви, ты сильнее, чем думаешь, поэтому вместе мы справимся с предстоящими трудностями. Пусть ваша вера станет вашей силой и надеждой, которая приведет вас к миру и безопасности, которые находятся во мне. Так что двигайтесь вперед смело и решительно, зная, что вас любят безмерно и что ваша судьба в моих руках. Доверьтесь моим обещаниям, данным вам, и доверьтесь моим планам на вашу жизнь, потому что лучшее еще впереди, и я буду с вами на каждом этапе пути. Я хочу, чтобы ты знал, что твое путешествие драгоценно для меня. Каждый шаг, каждый вызов, каждая слеза. Даже когда вы чувствуете себя потерянным или растерянным, помните, что я здесь, веду вас и освещаю ваш путь своей бесконечной мудростью и любовью. Во времена сомнений и неуверенности, когда тяжесть стресса кажется невыносимой, я приглашаю вас отдать мне все свои заботы. Ты моя драгоценность, поэтому позволь мне позаботиться о тебе,
и я хочу облегчить твое бремя, чтобы восстановить твои силы и надежду. Когда вы чувствуете разочарование и сомневаетесь в своей ценности, загляните внутрь себя и найдите силу в своей душе. Вы были созданы с божественной целью, и каждое испытание, с которым вы сталкиваетесь, это возможность расти, учиться и стать лучшей версией себя. Не держитесь за прошлое и ошибки, которые вы совершили. Вместо этого смотрите в будущее с надеждой и решимостью, зная, что каждый новый день – это чистый лист, который вы можете заполнить любовью, состраданием и благодарностью. В этой новой главе вашей жизни я хочу, чтобы вы знали, что я с вами, воодушевляю и вдохновляю вас следовать вашим самым сокровенным мечтам. Не позволяй страху или неуверенности сдерживать тебя, потому что со мной ты сможешь преодолеть любое препятствие. Помните, что вы всегда можете обратиться ко мне, если почувствуете, что вас неправильно поняли. Я – ваше убежище, ваш верный доверенный человек и всегда готов выслушать и утешить вас словами любви и поддержки. Верьте в красоту и силу своей души. Вы божественная искра, способная озарить мир своим неповторимым и ни с чем не сравнимым светом. Поэтому не скрывайте и не стыдитесь своей истинной природы, они приняли его с гордостью и благодарностью. Стойте твердо в вере, даже когда дует ветер. Ты подобен дереву, посаженному у воды, корни которого глубокие и крепки. Если я буду источником вашей жизни и пищи, вы вырастете и принесете много плодов. Итак, в это время связи и единства я приглашаю вас открыть свое сердце и позволить моему миру и радости наполнить каждую клеточку вашего существа. Дышите глубоко и представляйте мое любящее присутствие, позволяющее мне обновить и восстановить вас моей благодатью и милостью. Я постоянно формирую и меняю вашу жизнь, с каждым днем делая вас все более похожими на вас. Так что доверьтесь процессу и подчинитесь моей любви, пока мы вместе строим будущее, полное благословений и успеха. Продолжайте идти с верой и мужеством, зная, что каждый ваш шаг направляется моей любящей рукой. А когда ты почувствуешь усталость или уныние, помни, что ты всегда сможешь найти покой и утешение в объятиях моей вечной любви. Не бойся, ведь я всегда с тобой. Даже в самые трудные времена проблемы и испытания это не признак того, что ты бросил меня, а возможность укрепить свою веру и доверие ко мне. Я буду с тобой во всех испытаниях, направляя и поддерживая тебя своей непостижимой любовью. Даже если вы чувствуете неуверенность и сомневаетесь в цели своей жизни, знайте, что я рядом с вами, освещаю ваш путь и даю вам силы двигаться вперед. Могут возникнуть бури, но верьте, что в конце туннеля всегда есть надежда. Вместе мы преодолеем все проблемы. Доверься мне и не сомневайся в моей любви к тебе. Для каждой проблемы есть решение и решение для каждой проблемы. Так что не бойтесь будущего и не расстраивайтесь из-за проблем, с которыми вы сталкиваетесь. Каждое препятствие – это возможность вырасти и обрести внутреннюю силу. Больше не волнуйся, потому что, что бы ни случилось, я с тобой. Я сделаю твой путь гладким, и благословения будут сопровождать твою жизнь. Поверьте мне. Я твоя сила, твое прибежище и твоя сила в трудную минуту.
Я буду защищать тебя и направлять на правильный путь, помогу достичь твоих целей и реализовать твои мечты. Помните, что у вас есть цель в жизни и что со мной вы уникальны и особенны. Вы наделены талантами, дарами и талантами, чтобы сделать этот мир лучше. Итак, давайте не будем сталкиваться с препятствиями. Держитесь за это мужественно, ибо так вы преодолеете невзгоды. Двигайтесь вперед с верой и уверенностью, зная, что моя любовь к вам бесконечна и принесет чудеса в вашу жизнь. Смотри вперед, знай, что я хочу только благословить тебя и всегда быть рядом с тобой, чтобы помочь тебе достичь твоих целей и мечтаний. Помните, что неудачи, испытания и трудности не только сделают вас сильнее, но и установят новые стандарты, которые приблизят вас к вашим целям. Итак, примите это смело и решительно, потому что так вы вырастете и станете сильнее. Я призываю вас сегодня стоять твердо и сиять в этом темном мире, отражая мою любовь своими действиями и вдохновляя других следовать свету моей любви. Находясь рядом с вами, я предлагаю вам свою безусловную любовь и веду вас к предстоящим благословениям и успеху. Пусть моя любовь окружает тебя сегодня, пусть мой свет будет с тобой на каждом этапе пути. Молитва – лекарство для уставшей и разбитой души. Я знаю, что тебя любят, что ты ценен и что ты заслуживаешь удовлетворения жизнью. Я верю в твой потенциал и силу с момента твоего создания. Я не позволю забрать тебя у меня. Я буду рядом с тобой на каждом шагу, счастливая и грустная. Я знаю твои слабости и неудачи, но моя любовь к тебе так велика. Никакая ошибка не разрушит наши отношения. Я прощаю ваши грехи и призываю вас подняться, когда вы захотите. Даже в испытаниях я буду с тобой, я буду сражаться с тобой. Доверься моей силе и моему голосу, потому что я всегда буду держать тебя в своей могучей руке. Среди проблем и испытаний не чувствуйте себя свободными от моей любви. Даже если дорога кажется трудной и волны жизни затмевают ваше видение, я рядом, освещая каждый ваш шаг и направляя вас к миру и спокойствию. Не позволяйте неопределенности и сомнениям удерживать вас от целей, которые я перед вами поставил. В каждый момент неопределенности и растерянности помни, что я рядом с тобой, укрепляя твой дух и обновляя твою надежду. Независимо от ситуации, я буду работать от вашего имени и верю, что найду решение всех неприятных ситуаций. Верьте в силу внутри себя, в силу преодолеть все препятствия и одержать победу в разгар борьбы. Каждое испытание, с которым вы сталкиваетесь, это возможность раскрыть свою силу и решимость. Так что встречайте испытания смело и с верой, потому что благодаря им формируется ваш характер и укрепляется ваш дух. Не позволяйте голосам страха и сомнений сбить вас с толку. Вместо этого смотрите на лучшее будущее и надейтесь. Помните, что я с вами, направляю и поддерживаю вас на каждом этапе пути. Верь в мою нерушимую и вечную любовь, которая окружает тебя и защищает от всякого зла. Не теряйте веру даже во времена разочарования и отчаяния. Верьте в свою способность преодолевать трудности и достигать своих самых сокровенных мечтаний. У вас есть несравненная сила, которая заставляет вас продолжать идти, даже когда дорога кажется трудной и бесконечной.
Не чувствуйте себя одиноким или беспомощным в своей борьбе. Помните, что я рядом с вами. Я с вами освещаю ваш путь и веду вас к победе и успеху. Не позволяйте безнадежности и отчаянию управлять вашим сердцем. Вместо этого сохраняйте свою веру и решимость, зная, что я всегда буду рядом с вами, укрепляя вас и побуждая двигаться вперед. Доверься моему постоянному присутствию и вечной любви, которая всегда будет держать тебя и защищать. Итак, двигайтесь вперед смело и с верой, зная, что моя любовь к вам безгранична и принесет чудеса в вашу жизнь. Смотри в будущее с надеждой и предвкушением, зная, что я хочу благословить тебя и всегда быть рядом с тобой. Чтобы помочь вам достичь своих целей и мечтаний, помните, что препятствия и проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, это не только проблемы, но и возможности для дальнейшего роста и развития. Так что встречайте их смело и решительно, веря в свою способность преодолеть все трудности. Сегодня я призываю вас укрепить свою веру и сиять в этом мире, отражая мою любовь в действии и вдохновляя других следовать свету моей любви. Я рядом с вами, предлагая вам свою безусловную любовь и веду вас в будущее, полное благословений и успеха. Пусть моя любовь окружает тебя сегодня, и пусть мой мир будет с тобой на каждом этапе пути. Молитва – лекарство для уставшей и разбитой души. Я знаю, что тебя любят, ценят, и ты заслуживаешь удовлетворения на всю жизнь. Я верил в твой потенциал и силу с момента твоего создания. Я не позволю забрать тебя у меня. Я рядом с тобой на каждом этапе радости и боли. Я знаю твои слабости и неудачи, но моя любовь к тебе безмерна, и ничто не может разрушить нашу безупречную связь. Я прощаю ваши грехи и призываю вас подняться, когда вы захотите. Даже в испытаниях я буду сражаться с тобой. Доверься моей силе и моему голосу, потому что я всегда буду держать тебя в своей могучей руке. Хоть ты и безупречен, ты для меня драгоценная жемчужина. Не застревайте в прошлом. Взгляните на горизонт с новой надеждой. Моя любовь к тебе вечна и неизменна. Если ты чувствуешь слабость, позвони мне, и я дам тебе необходимую силу. Ищите моего руководства в трудные времена, и я буду направлять вас с мудростью и любовью. Я всегда рядом с тобой, готов утешить тебя. Ничто не может изменить мою безусловную любовь к тебе. Будьте уверены, что я всегда с вами, даже когда вы чувствуете себя далеко. Я терпеливо жду, готовый принять тебя. Не позволяйте прошлым ошибкам определять ваш путь. Пусть моя любовь обновит и преобразит тебя. Дитя мое, иди смело и с верой, ибо я твое прибежище, твоя постоянная сила. Во мне ты найдешь истинную полноту жизни. Моя любовь к тебе превосходит человеческое понимание. Сегодня я разорвал цепи, которые связывали тебя. Я рядом с тобой и покрою тебя своей милостью и милостью. Я твой Отец, свет, освещающий твой путь, тот, кто рассеивает тени, омрачающие твой день. Неуверенность и страх, сковывающие ваше сердце, исчезают. Я разорву цепи проклятий и слабостей в твоей жизни, сниму оковы, ограничивающие твой рост. Я понимаю ваши трудности и проблемы. Сегодня, в моей бесконечной любви,
я удаляю тьму, которая блокирует ваш путь, чтобы вы могли увидеть благословения и возможности, которые я приготовил для вас. Я освобождаю вас от негативных влияний, нарушающих ваш покой. Сегодня я объявляю о снятии всех проклятий, ограничивающих ваш потенциал. Там, где было отчаяние, теперь есть ясность и уверенность. Моя любовь наполняет каждую комнату, принося покой и силу в твою душу. Дитя мое, я протягиваю тебе руку любви, открываю небесные окна и объявляю, что ты будешь благословлен. Откроются многочисленные двери, и у вас появятся возможности, которых вы никогда раньше не испытывали. Будьте тверды в вере и будьте, как дерево, посаженное при потоках вод, и приносите много плода. Во мне вы найдете пробуждающийся мир и ответы на ваши самые глубокие вопросы. Поверь мне, сын мой. Прими мое обещание и обязательно наслаждайся полной и полноценной жизнью рядом со мной. Ты преодолеешь облачную тень своей веры. Преодолейте тревоги, которые нарушают ваш внутренний покой, ибо я рядом с вами как неиссякаемый источник света и сверхъестественных благословений, который направит ваш путь. Не бойся, мое дорогое дитя. Наберитесь мужества и доверьтесь мне, вашему Отцу, который любит вас и желает вам всего наилучшего. Верьте в мой свет, любовь и верность. Я не разочарую тебя. Они учатся прощать и быть прощены Богом. Встречайте жизнь с легким сердцем, потому что для меня нет ничего невозможного. Ваша битва не только ваша, но и наша. Если ноша покажется слишком тяжелой, поди к моим ногам, и я облегчу тебя. Моя сила совершенствуется твоей слабостью, поэтому моя сила ярче всего видна в твоей слабости. Я прошу вас взглянуть за рамки вашей нынешней ситуации и увидеть величие, которого мы можем достичь вместе. Помните, что моя любовь не имеет границ и пределов. Это любовь, которая прощает безоговорочно, восстанавливает сломанное и поднимает падшее. Независимо от того, насколько далеко вы чувствуете себя или насколько глубокой может показаться долина, по которой вы идете, моя любовь протянет руку и спасет вас. С каждым испытанием я развиваю ваш характер и делаю вас сильнее, умнее и сострадательнее к другим. Моя любовь – твой щит и постоянный источник питания, надежды и обновления. Я хочу, чтобы вы жили полной жизнью и испытывали истинную радость глубокого познания меня. Я желаю, чтобы вы просыпались каждый день с обновленной целью и миром, преодолевающим все бремя. Когда дни кажутся одинокими или накапливаются проблемы, помните, что я с вами, работая над каждой деталью вашей жизни ради вашего блага. Я направляю вас в каждом решении и направляю ваши шаги на путь праведности и истины. Столкнувшись с трудными решениями или на перепутье своего пути, ищите моей мудрости. Я готов дать ясность и понимание, чтобы все мои решения отражали мою волю, а ваша жизнь свидетельствовала о моей благодати и силе. Пока вы верите в меня, я не позволю вам пойти по пути, который приведет вас к разрушению или причинит вам вред. Развивайте благодарность и признательность, потому что в благодарности вы обретете силу, и в благодарности ваше сердце откроется, чтобы получить больше моего присутствия. Благодарность превращает то, что у нас есть, в нечто большее.
Я приглашаю вас праздновать каждую маленькую победу и каждое благословение, каким бы маленьким оно ни было, потому что каждая из них отражает мою любовь и заботу о вас. Будьте отражением моей любви в своих отношениях с другими. Люби тех, кто рядом с тобой, как я люблю тебя. Будьте каналом мира и добра для мира, которому необходимо увидеть свидетельство надежды и настоящей любви. Каждой добротой, каждым ободряющим словом, каждым жестом сострадания ты показываешь мое сердце другим и помогаешь осветить тени светом моей любви. Живите каждый день с уверенностью, что вы не только достигаете своих целей, но и участвуете в великом божественном плане. Каждый ваш шаг, каждое ваше решение – это часть чего-то большего и чудесного, чем вы можете себе представить на всю оставшуюся жизнь. Вы здесь ради божественно назначенной цели, и каждый день – это возможность жить этой целью со страстью и целеустремленностью. Наконец, всегда помни, что моя любовь к тебе непоколебима. Каким бы бурным или гористым ни было ваше путешествие, моя любовь – это якорь шторма и сила, которая несет вас вперед. Со мной ваше будущее светлое, а возможности безграничны. Так идите вперед с верой и живите смело, зная, что я с вами, зная, что я люблю вас и направляю вас каждую секунду. Верьте, что невзгоды формируют вас и готовят к благословению. Ваша вера в меня проведет вас через самые трудные ситуации и станет вашим светом в темные времена. Если у вас возникнет искушение сдаться, помните, что мое обещание верно. Даже в самые напряженные времена знайте, что я рядом с вами и готов подсказать, когда вам это нужно. Никогда не стесняйтесь обращаться ко мне за помощью, поскольку я здесь, чтобы воодушевить вас и дать вам знания, необходимые для решения любых задач. Жизнь полна взлетов и падений, и сегодняшние проблемы могут обернуться завтрашними благами. Преодоление каждого испытания делает вас сильнее, каждая неудача учит вас снова подниматься. Каждое ваше усилие похоже на посадку семени лучшего будущего. Продолжай в том же духе, потому что моя любовь всегда приносит благословение. Верьте в себя, потому что через него вы получите все благословения, которые я приготовил для вас. Продолжайте верить, ибо вас ждет великая награда. Не поддавайтесь горю, потому что вы не одиноки в этом путешествии. Я понимаю, что ориентироваться в этом мире может быть сложно, но продолжайте идти. Помни, я рядом с тобой. Моя любовь и поддержка никогда не покинут тебя. Я обещал быть в твоей жизни и сдержу это обещание. Подобно поколениям, бесстрашно пересекающим пустыню, я источник любви и источник жизни. Если вы заблудились, не бойтесь, потому что я ваш свет во тьме, ведущий вас к вашей истинной судьбе. Я защищаю тебя от бед и оберегаю от жизненных проблем. Ищите моей силы, когда вы чувствуете себя слабым, потому что моя сильная рука всегда поможет вам в вашей самой большой нужде. Найдите во мне свое прибежище и силу, и вы преодолеете все препятствия. Никакая неудача, никакие прошлые ошибки, никакой грех не могут уменьшить мою безусловную любовь к тебе. Моя любовь – это бесконечный источник надежды, в котором ты найдешь силы двигаться вперед. Дорогое мое дитя, приди ко мне и не упусти возможность услышать мой голос. Не позволяйте негативным голосам отвлекать вас от вашей судьбы.
Вместо этого следуйте моему руководству, которое приведет вас к истине и мудрости. Не попадайтесь в ловушку испытаний и негатива этого мира, потому что у меня есть для вас великие благословения. Поверьте мне на слово, я осыпаю вас и вашу семью множеством благословений с небес. Ничто не может остановить мою могучую руку. Мой завет истинен и тверд. Доверьтесь им, и я подтвержу свою преданность вам. Помните, что моя цель для вас велика, и мои благословения многочисленны. Поверьте мне, и вы увидите, как мои обещания сбываются в вашей жизни, что бы ни случилось. Не сдавайтесь в трудные времена, потому что они являются ступеньками к благополучной и победоносной жизни. Доверьтесь моей силе и твердо стойте на моих путях. Не поддавайтесь злому искушению и не уклоняйтесь от пути, который я вам указал. В хаосе жизни, где тени затмевают горизонт и дуют ветры неопределенности, легко поддаться страху и отчаянию. Но наша истинная внутренняя сила проверяется в величайших испытаниях. Наша выносливость подвергается испытаниям, когда мы сталкиваемся с неопределенными временами, запутанными путями и трудными испытаниями. Когда мы сталкиваемся с этими препятствиями, важно помнить, что мы не одиноки на этом пути. У нас есть великая сила, которая нас направляет, любовь, преодолевающая все препятствия. Эта любовь сопровождает нас на каждом этапе пути, поддерживает нас в самые мрачные моменты и ведет вперед, даже когда кажется, что все потеряно. Негативные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, это возможности не только для роста, но и для нашего укрепления. Это возможность извлечь ценные уроки, научиться устойчивости и узнать больше о себе и мире вокруг нас. Преодоление каждого препятствия делает нас сильнее, мудрее и готовыми к предстоящим вызовам. Важно отметить, что цель нашего эксперимента не всегда может быть ясна с первого взгляда. Зачастую именно в самые трудные времена мы находим величайшие возможности для роста и трансформации. Именно во время величайших испытаний мы обретаем истинную силу и способность преодолевать трудности. Мы не должны забывать наши мечты и желания. Какими бы далекими они ни казались, они — свет, сияющий во тьме, надежда, которая заставляет нас двигаться вперед. Даже когда кажется, что все против нас, даже когда дорога кажется крутой и полной препятствий, мы должны упорствовать и бороться за то, что мы ценим. Также важно помнить, что мы не одиноки на своем пути. Существует великая сила, которая сопровождает, направляет и поддерживает нас на каждом этапе пути. Это любовь, которая никогда не подводит, никогда не сдается и никогда не покидает нас. Даже в самые мрачные моменты мы можем найти утешение и безопасность, зная, что мы не одиноки. Иногда может показаться, что мы ведем одинокую битву против сил Вселенной. Но зачастую именно во времена великого отчаяния мы находим величайшие выражения любви и поддержки. Оно может исходить от друзей, родственников или незнакомцев, которые встречаются на нашем пути. Важно открыть наше сердце, чтобы получить эту любовь, позволив ей укрепить нас и направить нас в нашем путешествии. Путешествуя по бурным водам жизни, важно помнить, что даже самые сильные штормы рано или поздно пройдут. Каким бы мрачным ни было настоящее, всегда есть надежда на лучшее будущее.
Мы должны продолжать верить в то, что страдания – это лишь временный этап нашей истории и что нас ждут дни мира и счастья. Сегодня я заявляю, что разорву цепи, которые мешают вам обрести покой и счастье. Я объявляю конец всем проклятиям, ограничивающим вашу жизнь. Там, где когда-то было отчаяние, теперь царили ясность и уверенность. Я позволяю своей любви наполнить ваше существо, чтобы преобладали мир, радость и сила. Я протягиваю руку любви и открываю окна рая. Я заявляю, что вы будете благословлены, и двери изобилия откроются перед вами, предоставив вам возможности, о которых вы даже не думали. Укрепите свою веру и будьте как сильное дерево у реки, приносящее много плода. Во мне вы найдете утешение для своей души и ответы на самые сокровенные вопросы. Поверь мне, мое дорогое дитя. Примите мое обещание, данное вам, и я уверяю вас в радости изобильной и полноценной жизни. Со мной вы преодолеете тени, омрачившие вашу веру, и смятение, которое изменило ваш внутренний мир. Будьте сильными, ибо я с вами как свет, освещающий ваш путь и бесконечный источник благословений. Не бойся, мое дорогое дитя. Твой Отец, который любит тебя и желает тебе всего наилучшего, ободряет тебя и доверяет мне. Верьте в мой свет, любовь и верность. Я никогда не разочарую тебя. Пребывая с Богом, ты учишься прощать и быть прощенным. В это время обновления и освобождения я с вами, чтобы вести вас через ваши проблемы и освещать ваш путь своим божественным светом. Ваше прошлое не определяет ваше будущее. Именно настоящее формирует грядущие дни. Откройте свое сердце любви, которую я даю вам, позволяя заживить старые раны и открыться обнадеживающему будущему. У тебя есть неукротимая сила, подпитываемая верой и мной, и ты — сила, которой нет равных. Пусть я буду твоим щитом от жизненных бурь и твоим якорем во времена сомнений. Вместе мы сможем преодолеть препятствия, которые встречаются на нашем пути. Не бойтесь будущих испытаний, ведь каждая из них — это возможность вырасти и укрепить себя. Под моим руководством вы обретете смелость противостоять неизвестному и мудрость принимать мудрые решения. Знай, что я всегда с тобой. Даже в темноте мое присутствие подобно свету в ночи, который выведет вас из тьмы сомнений и страха. Поверьте мне, и вместе мы поднимемся на невообразимые высоты. Примите мою безусловную любовь как топливо для вашего путешествия. Ты так любим и заслуживаешь всех благ Вселенной. Никогда не сомневайся в силе моей любви, ибо она вечна и безмерна. Продолжайте свой путь с верой и решимостью, потому что я всегда рядом, чтобы направлять и защищать вас. Ваше будущее светлое, созданное божественной любовью и милосердием. Поверь мне, мое дорогое дитя, и вместе мы достигнем предназначенной тебе полноты жизни. Мы искренне ценим каждый знак любви, который получаем от Отца. Давайте помолимся в это время общения. Господь, мы объединяем наше сердце перед Тобой в признании Твоего величия и Твоего бесконечного милосердия. Вы Создатель Вселенной и лидер всего творения. По Твоей милости пригласи нас посмотреть на небеса, искать Твоего присутствия и предаться Твоей глубокой любви.
Прости нас, когда мы сбиваемся с Твоего пути в смятении мира. Помоги нам вернуться к Тебе с искренностью и смирением. Сегодня мы взываем к Вашей обновленной благодати и обновленному милосердию. Возродите в нас желание искать Божественное, поднимите наши мысли и действия к небесам. Пусть наши взоры будут на Тебе, нашей скале и нашем спасении. Это ГУ во времена неопределенности и перемен. Направь нас на путь истины и праведности, укрепи нашу веру перед лицом трудностей. Давайте жить по Твоим заповедям и любить ближних, как самих себя. Пусть это время размышлений и возвращения станет временем обновления и духовного роста в наших с Вами отношениях. Давайте проведем время в молитве, размышлении над Вашим Словом и с нашими единоверцами. Пусть мы всегда будем внимательны к Твоему голосу, будем готовы повиноваться Твоему зову. Пусть Твоя обильная благодать сопровождает нас на всем пути, наполняя нашу жизнь Своим присутствием. Пусть мы вернемся к Тебе и обретем истинную радость и покой. Простите нас за то, что мы отдаляемся от Вас в наших повседневных заботах. В это время возвращения позвольте нам по-новому ощутить Ваше присутствие под руководством Вашего Святого Духа. Давайте приблизимся к Вам и осветим Ваш свет на этой земле. Пусть каждое слово и мысль, которые мы предлагаем Вам, будут сладким даром нашей любви и благодарности. Пусть Твоя любящая рука направляет и защищает нас, направляя нас по пути Твоей воли. В Тебе мы находим истинный мир и радость, которые только Ты можешь дать. Мы всегда будем помнить Вашу любовь и преданность нам. Пусть наша жизнь будет живым свидетельством Твоей преобразующей силы, и пусть мы прославляем Твое имя во всем, что мы делаем. Во имя нашего Спасителя Иисуса Христа мы молимся о безопасности по Вашей благодати. Аминь. Спасибо, что присоединились к нам в этом путешествии веры и молитвы. Если слова, которыми вы поделились, трогают ваше сердце, мы приглашаем вас стать частью нашего сообщества. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы каждую неделю получать больше вдохновляющих сообщений и сильных молитв. Если это видео трогает ваше сердце и приносит свет в вашу жизнь, пожалуйста, поставьте ему лайк и поделитесь им со своими близкими. Вместе мы можем распространить свет надежды и любви, коснувшись сердец многих людей. Поделитесь этим сообщением, чтобы больше людей смогли обрести комфорт, покой и вдохновение в своей жизни. Посмотрите следующее видео, в котором мы продолжаем наш путь веры и медитации, стремясь всегда приближаться к Богу и укреплять наше молитвенное сообщество. Спасибо за то, что вы являетесь частью этого невероятного сообщества веры и надежды. Вместе мы осветим мир верой и любовью, сделав его лучше для всех нас. До тех пор, пока мы не встретимся снова, мир вам и продолжайте благословлять любовь, мир и божественное присутствие в вашей жизни.